мы пообщаемся, но я... Что-то случилось? Записать это интервью нам удается далеко не сразу. Маленькие непоседы то и дело требуют внимания. И надо отдать должное терпению мамы. Она не нервничает, не одергивает малышей, а решает их проблемы. И лишь потом возвращается к беседе. Я не подчеркивала, не утверждала. Сейчас надо воды дать ему. Это... Тимур родился в августе. Сейчас, подождите. Дамир, так не надо делать. Это микрофончик, зайка. Нет, ну пожалуйста, нет. Он кусать пытается меня. Дай мне карандаш. Будет, вот я говорю, скорее всего, Дамир. Слушай, это красиво, конечно, будет с твоими ногами на заднем фоне. Давайте я попробую его пойти уложить спать. Ну какой ж тут сон, когда столько нового вокруг. 4-летний Дамир с интересом исследует телевизионную технику, а 6-месячный Тимур даже пытается попробовать на вкус. Родные братья, несмотря на разницу в 3,5 года, по сути являются двойняшками. Они были рождены по программе суррогатного материнства. Бип. 5, 6, 7, 8. У Ольги Мухамеджановой очень непростая судьба. В детстве, в 8-летнем возрасте, она попала под грузовик и едва осталась жива. Получила тяжелейшие травмы. Попала под полуприцеп КамАЗа, то есть он переехал меня колесом. Было очень много переломов, разрыв внутренних органов. В 13 лет мне пришлось удалить матку. Я рыдала и говорила, что нет, не делайте этого, потому что я всегда очень хотела детей. С тех пор Ольга росла с осознанием того, что никогда не сможет иметь детей. Рассказывает, до встречи с мужем даже подавала документы в органы опеки, чтобы усыновить ребенка из детского дома. Но сейчас она генетически родная мать 2 здоровых мальчиков. Привет! Да! Зайчик с тобой здоровается. Правда, путь к материнству был нелегким. И лишь совсем недавно женщина смогла признаться окружающим, что ее дети выношены суррогатной матерью. Я скрывала этот момент, потому что чувствовала некоторую вину за собой, что я неполноценна, что я сама не могу выносить и родить ребенка. Я очень много работала с психологом по этому поводу. Ольга решилась написать об этом в соцсетях и получила большой отклик. Оказалось, с подобной проблемой сталкиваются сотни женщин по всей России. У Уфимки спрашивают совета, просят поделиться опытом, и она искренне рассказывает о своих переживаниях. Говорит, после того, как перестала это скрывать, испытала эмоциональное облегчение. Суррогатное материнство – это не прихоть богатых и известных. Это жизненная необходимость. С этим сталкиваются совершенно обычные женщины с обычным достатком. Суррогатное материнство – вспомогательная репродуктивная технология, при которой в зачатии и рождении ребенка участвуют 3 человека – генетические родители и суррогатная мать. По сути, это та же самая уже известная всем процедура ЭКО. Только яйцеклетка биологической матери, оплодотворенная в лабораторных условиях, в этом случае переносится не ей самой, а другой женщине. Суррогатная мать не имеет никакого генетического родства с этим ребенком и после рождения обязана передать его биологическим родителям. Сейчас мы находимся в малой операционной. Это та зона, в которой производятся манипуляции в программе ЭКО. Это, в частности, забор яйцеклеток. Как реализуется программа суррогатного материнства, нам рассказывают в одной из уфимских клиник. Это место называют сердцем лаборатории, ведь именно здесь происходит чудо зарождения жизни – искусственное оплодотворение. Мы отбираем один сперматозоид и вводим непосредственно в яйцеклетку. Все это проводится на этом оборудовании. Вот тот самый волнительный момент. Под электронным микроскопом чей-то будущий ребенок появляется не из пробирки, как принято считать, а из так называемой чашки Петри. На специальном подогреваемом столе поддерживают температуру человеческого тела около 37 градусов. Особое антивибрационное устройство исключает риск повреждений клеток, ведь здесь жизнь в руках эмбриолога в буквальном смысле. То есть ты эмбриолог, в твоих руках судьба людей, потому что у некоторых пар может быть одна всего попытка в жизни. Они могут там накопить последние деньги, или это просто они получили единственную яйцеклетку. После оплодотворения эмбрион помещают в инкубатор, а затем, если потребуется, на хранение в сосуды Дюара, такие гигантские термосы с жидким азотом. В них биоматериал содержится при температуре минус 196 градусов. Это вот разноцветное, это что? Это носители. Мы наносим туда эмбриончики, погружаем в азот, и они уже хранятся на этом носителе в жидком азоте.
Хранить эмбрионы, или как их еще называют, снежинки, в жидком азоте можно годами, без последствий для будущего ребенка. Рекорд составляет 27 лет. Именно после такого срока в США был разморожен донорский эмбрион. И через 9 месяцев у супружеской пары родилась абсолютно здоровая девочка по имени Молли. На стадии переноса эмбриончик выглядит в виде маленькой-маленькой точки, которая находится внутри полости матки. Пациенты сохраняют обычно эту фотографию. Дай бог, это первая фотография в их альбомчик. Анастасия Грифулина – один из опытнейших врачей-репродуктологов республики. На стенах ее кабинета фотографии сотен детей, которым она помогла появиться на свет. И многие рождены как раз суррогатными матерями. К женщинам, которые решили выносить ребенка для бездетных родителей, предъявляются строгие требования по физическому и психическому здоровью. Суррогатная мама, она берет огромную ответственность на себя. И мы тоже с ними беседуем, прежде чем вообще включить в эту программу. Берем заключение от психиатра, от нарколога. Бывает, что на этапе уже даже предварительного собеседования мы видим, что данная пациентка не очень готова к суррогатному материнству. Она, может быть, потом переживаем, что она может не выполнить те необходимые условия, требования. Обязательное условие для суррогатных матерей – наличие своего родного ребенка, что важно не только с точки зрения физической готовности рожать, но и в эмоциональном плане. Ведь материнский инстинкт – очень мощный механизм, способный запуститься даже по отношению к генетически чужому ребенку. И в России есть такое понятие, как презумпция материнства, то есть первоначально матерью считается та, что родила ребенка. И в роддоме у суррогатной матери берут письменное согласие на передачу малыша генетическим родителям. Есть небольшой риск, что да, суррогатная мама после родов может попробовать оставить ребенка себе. Но это, конечно, юридически невозможно, через суд это доказывают, потому что эмбрионы полностью генетически идентичны только своим биологическим родителям. Но у нас в России такие редкие случаи. За рубежом во многих странах даже отказались от программ суррогатного материнства, не проводят их. Но вот во избежание, конечно, вот таких спорных ситуаций. Но бывают и другие крайности, рассказывает перинатальный психолог Анна Еремишкина, когда суррогатные матери начинают, напротив, излишне безразлично относиться к чужому ребенку в утробе и перестают заботиться о его здоровье. Тех, кто воспринимает это лишь как способ заработать деньги, специалисты стараются отсеивать еще на этапе собеседования. Я вот спрашиваю, что вас заставило? Ой, вы знаете, у меня такая ужасная ситуация, у меня вот 2 ипотеки, муж ушел, и там, понятно, что если человек настолько занят своими проблемами, то с помощью суррогатного материнства он эти проблемы никак не решит. Сейчас вознаграждение для суррогатных мам может составлять от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Причем поиском занимаются не только медклиники. Биологические родители и сурмамы сами ищут друг друга. Я в интернете набрала прям суррогатное материнство и нашла несколько человек. С Мариной Захаровой мы встречаемся в Парке Победы, где еще этим летом она гуляла, будучи беременной, но не своим ребенком. Суррогатной матерью она стала уже дважды. Художник-педагог с высшим образованием, женщина несколько лет вынашивала эту мысль, но муж был категорически против. Вообще эта идея не нравилась. Он спрашивал меня, зачем тебе это? Я сказала, а что в этом плохого, если я кому-то помогу выносить ребенка? Вот у нас с тобой есть ребенок, тут мы поможем вместе кому-то тоже обрести такое же счастье. Но все равно был против. А можно сказать, что это как-то повлияло на то, что вы разошлись? Нет. Там совершенно другая была история. После развода Марина вернулась к этой идее. Говорит, прежде всего хотела помочь людям, и потому согласилась на вознаграждение гораздо ниже среднего. Если ты идешь только для того, чтобы заработать денег, то, мне кажется, не получится. Это потому что не товар, это ребенок. К этому моменту у Марины уже был свой родной сын. Говорит, когда внутри нее начал расти еще один малыш, она четко осознавала, что это чужой ребенок, но относилась бережно и даже с трепетом. Я и сама разговаривала, мой ребенок даже с ним разговаривал, ему интересно было это. Он даже меня просил, что мама, давай этого ребеночка оставим себе, у меня будет братик. Я такая, нет, сыночка, это... Вот есть мама с папой, которые его очень ждут, и... Нельзя чужого ребеночка забирать. Признается, мысли оставить ребенка себе у нее не возникало ни разу. Говорит, главное для суррогатной мамы не впадать в крайности ни в одну, ни в другую сторону. И недолюбить, и не перелюбить, так скажем, этого ребенка. У меня изначально было как осознание, что я, как это не грубо звучало, как инкубатор, что ли, как сумка у кенгуру, что я это просто вынашиваю ребенка и потом отдаю его родителям.
Марина стала суррогатной мамой для уже знакомых нам малышей Дамира и Тимура. С родной матерью Ольгой у них сложились очень теплые отношения. Они тесно общались во время обеих беременностей и продолжают до сих пор. Причем эту встречу Ольга называет судьбоносной, ведь с другими сурмамами у них много раз не получалось. Марина – это, наверное, тот человек, которого мне Бог послал. Вообще, изначально моя мама хотела нам выносить ребенка, но там, правда, вот не складывалось. То одно, то другое. Это глазки, это носик, две ноздри, это губки. Мой пальчик большой сосет. На все УЗИ женщины ходили вместе. Марина каждый день рассказывала Ольге о своих ощущениях. И психологический контакт оказался настолько устойчивым, что и биологическая мама будто бы тоже начала ощущать эту беременность. Я реально все это чувствовала, я ощущала, у меня был токсикоз, у меня вырос живот. И на работе даже поползли слухи, что я в положении, потому что, выглядела я примерно как беременная. Но в самом начале, когда Ольга еще не знала, что ее ждет, было очень много волнений и страхов. Если она вредная, не употребляет ли алкоголь, не курит ли, да. Сейчас, конечно, смешно это говорить, зная нашу Мариночку, но на тот момент столько всего было. И самый большой страх это был действительно, отдаст ли она после родов. В России по программе суррогатного материнства ежегодно рождается более 20 тысяч детей. Однако в обществе до сих пор неоднозначное отношение к этому явлению. Большинство семейных пар скрывают это даже от родственников. Биологические мамы носят накладные животы. Биологические родители, женщина в частности, иногда она создает видимость, что она вынашивает беременность. Есть специальные приспособления, которые подкладываются под одежду. И она заранее госпитализируется в роддом параллельно с суррогатной мамой. То есть из роддома она выписывается уже с ребеночком на руках, чтобы для всех окружающих это выглядело, что она самостоятельно родила. Суррогатное материнство не признают представители религиозных конфессий. Были случаи, когда родителям таких детей, например, отказывали в крещении. А некоторые депутаты даже предлагали запретить эту программу. Само слово в основе «суррогат», то есть подделка, несет негативный смысл. Сейчас понятие «суррогатная мама» предлагается заменить на «гестационная няня». Конечно же, отношение к суррогатному материнству, оно прямо пропорционально и зависит от степени развития общества. Та мама, которая биологическая, поверьте, не имевшая до этого детей, она не понимает разницы. Для нее это ее ребенок с первой секунды. Лишить этого выбора стать матерью, никакому закону, наверное, все-таки не подвластно. Участники программы суррогатного материнства создали петицию, в которой просят заполнить пробелы в этой сфере. Например, выделять квоты на взятие биологического материала у родителей по аналогии с процедурой ЭКО. А в Госдуме рассматривается законопроект, который должен урегулировать все спорные моменты. В частности, например, предлагается запретить иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных мам. С этим связаны нашумевшие истории с филиппинскими и китайскими детьми, которых из-за пандемии коронавируса не смогли забрать биологические родители. И младенцы содержались на съемных московских квартирах. Один из них за это время умер. Следком возбудил уголовные дела, были взяты под арест несколько врачей. Медиков обвинили в торговле детьми. Суррогатное материнство, естественно, как и любая медаль, она имеет две стороны. Здесь очень важно понимание законности, соблюдение законности и восприятие самого эмбриона уже как человека, как плода, в плане того, что он нуждается в какой-то определенной защите. В России услуги суррогатных матерей популярны среди известных артистов. Причем заказчиками нередко выступают и отцы-одиночки. Например, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Это глупость полная. Потому что непонятно, кто биологическая мама ребенка, кто его вынашивает. А для пар, которые хотят иметь ребенка и по каким-то медицинским показаниям не могут, то это, в общем-то, решение. Кому это необходимо, те могут воспользоваться, потому что не все могут иметь детей. Каждая мама имеет вообще право быть матерью. Каким способом, это только решать ей. И другой женщине, которая вынашивает ребенка, которая готова это сделать. Этого ему рукам не холодно? Есть немножко. Ничего не сделаешь ради искусства. У меня теплые варежки. Баба меня такие связала. Сейчас Ольга Мухамеджанова называет себя абсолютно счастливым человеком. Материнство изменило ее отношение к жизни, научило радоваться простым вещам и заново открывать мир вместе с детьми. Говорит, то, как родились мальчики, не будет тайной даже для них самих. А еще добавляет, если бы ей предложили начать жизнь сначала, она бы все равно выбрала именно свою судьбу.
Если бы все это не случилось со мной, у меня бы не было вот конкретно этих малышей, и я не была бы, наверное, настолько счастлива и настолько не чувствовала бы себя мамой.